В эфире вечерние новости, в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Последние дни объявлена дата закрытия главной ледовой переправы республики Якутск-Нижний Вестях. Вакцинация продолжается. В Алекминский район поступила очередная партия доз прививок от коронавируса. Цифровой диктант 2021, ежегодная всероссийская акция, стартовала в Якутии. В Якутии завершились трехдневные командно-штабные учения по подготовке к паводку. Проверили взаимодействие МЧС с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, в том числе с отработкой вопросов ликвидации ЧС техногенного характера. Учения проходили в Якутске, в местности Юсхатын. К месту условного происшествия был выдвинут пункт управления и аэромобильной группировки министерств и ведомств. Сегодня сотрудники МЧС и авиалесоохраны показали профессионализм в ликвидации условного очага природного пожара. Этот этап был сопряжен у нас с реальными практическими действиями по тушению ландшафтного пожара, что, кстати, в наше время тоже злободневно. Отрабатывалась водная от несанкционированного пала травы. Происходит ландшафтный пожар с распространением на населенный пункт, загоранием жилых домов. Все отработано слаженно. Общую, наверное, оценку учению дадим удовлетворительную, потому что это одна из лучших оценок. И, конечно, к действию по предназначению в целом группировка Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций готова. Укравтодор республики сегодня, 15 апреля, закрыл зимнюю автомобильную дорогу Нижний Бестях-Хатасы для всех видов транспорта. Проезд закрыт в связи с повышением температуры наружного воздуха, изменением структуры льда. С 19 по 20 апреля ожидается закрытие ледовой переправы по направлению Нижний Бестях-Якутск федеральной трассы Колыма. Таким образом, на следующей неделе на территории Мегинакангаласского района и города Якутска будут закрыты все ледовые переправы. Сейчас проводятся превентивные мероприятия. Переправа закрыта, акты подписаны. Сейчас засыпаются подъездные пути перед въездом на ледовую переправу. Вот проводится спецтехника, проводит засыпку подъездных путей. В районах тем временем идут рейды на переправах. Из Аймаконского района передает наш корреспондент Светлана Поцелуева. Группа в составе представителей ГИМС, инспекции охраны природы и административной комиссии райадминистрации выехали на автозимник «Индигир», участок Уснера-Мома. На прошлой неделе в службу ЕДДС поступил сигнал о том, что приблизительно в этом участке автодороги зимней вышла наледь. Службами противопожарного отряда в первый день было извлечено 3 машины, и во второй день тоже 3 машины. А потом подоспели дорожные службы, которые помогают выходить из наледи большим грузовым машинам. Дальше проехать группе не удалось. Обнаружили провал, заполненный водой, и не рискнули. Дорожники автозимник не перекрывают, а легковые машины объезжают через Ольчан. Угрозы жизни людей сейчас не наблюдается. Сегодня наблюдаем, что природоохранных законодательств не нарушены. Несанкционированных свалок не обнаружен. Следует отметить, что совместные рейды давно вошли в практику. И даже если нарушители не выявлены, рейд не считается неудачным. Работа продолжается. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. К другим новостям. В Алекминский район поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции. Несколькими днями ранее в Улус доставили гам-ковид-вак, а накануне эпивак-корону. Рассказывает Елена Фаст. Продолжается вакцинация. В Алекминский район на этот день поступило в целом 2270 доз. Это вакцина ГАМ-ковид-вак, в том числе 610 доз вакцины эпивак-корона. Она хранится спокойно не в морозильнике, именно просто в холодильнике.
2 до 8 градусов плюс может держаться. Привито первой вакциной гам-ковида 1529 человек, это 15,3% от нашего общего плана. Вторым компонентом гам-ковида вакцинированы 800 человек, то есть они закончили, 800 человек у нас закончили вакцинацию. Эпивак корону 600 доз мы получили сегодня, а ранее поступившие 10 доз были закончены. Активно идет запись населения через госуслуги. Это дополнительный плюс. После регистрации человеку сообщают, когда он может подойти. То есть с утра мы приходим, сразу начинаем открывать, мониторить. Всех тут же обрабатываем, всем отправляем ответы предварительной записи на вакцину. Тут же обзваниваем, приглашаем людей. Сейчас население само заинтересовано в вакцинации. Если при первом поступлении бывали вопросы и сомнения, то сейчас люди хотят безопасности и здоровья для себя и близких. Народ уже понял, что надо вакцинироваться. Если мы будем вакцинированы, значит мы будем не болеть, будем здоровыми. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. С целью ознакомления с составом и работой местной ТИК и 36 участковых избирательных комиссий Усть-Алданского улуса район посетил председатель Центральной избирательной комиссии Якутии Евгений Федоров. На этот пост, он, напомним, был назначен в ноябре прошлого года. На встрече участвовали все ответственные лица на выборах, жители улуса, которые на общественных началах выполняют возложенную на них государственную функцию. Евгений Федоров услышал их пожелания и предложения по улучшению деятельности местных избиркомов. Задачи стоят очень большие. С этой точки зрения, безусловно, встретиться нашими членами участковых комиссий, обсудить те или иные вопросы, которые их волнуют, послушать их. С этой точки зрения посмотреть настроение наших товарищей, обменяться мнением. Такая задача стоит передо мной, как новым председателем избирательной комиссии нашей республики. «Газпромнефть» запустила систему транспортировки нефти с Чаендинского месторождения в магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь. Тихий океан». Несмотря на суровые климатические условия Якутии, трубопровод построили всего за один сезон. Новая инфраструктура позволит компании сдавать в ВСТО до 1,5 миллиона тонн якутской нефти ежегодно. Ульяна Шагина подробнее. Раньше сырье с чаендинского промысла вывозили автотранспортом. Теперь нефть пойдет в систему ВСТО по подземной ветке длиной в 70 километров. Нефтепровод успешно прошел испытания на прочность и герметичность. Он построен по всем стандартам экологической и промышленной безопасности. В зоне строительства провели рекультивацию земель. После запуска всей инфраструктуры промысла поставки якутской нефти на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона вырастут до 1,5 миллиона тонн в год. А в будущем месторождение станет ядром нового нефтяного кластера Восточной Сибири. Для нас работа на нефтяных оторочках является растущим направлением. Мы работаем и на других газовых месторождениях, на нефтяных оторочках. И уже в ближайшие 3 года общий объем добычи с нефтяных оторочек составит около 10% от общих объемов добычи компании. Это очень значимые цифры, около 10 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год, включая те объемы, которые мы уже добываем на Чаендинском месторождении. Нефтяные оторочки – тонкие прослойки нефти между газовой шапкой и слоем воды. Добычей нефти из такой залежи Чаендинского месторождения занимается дочернее общество «Газпромнефть Заполярье». Мы ведем строительство блочно-модульной установки подготовки нефти Чаендинского месторождения, которое позволит увеличить добычу нефти на данном месторождении до 1,5 миллиона тонн в год. Также в рамках проекта мы ведем строительство компрессорной установки мощностью 2 миллиарда кубов газа в год. По запасам Чаендинское месторождение – одно из крупнейших в Восточной Сибири. В ближайшие несколько лет на якутском промысле планируют добывать до 3 миллионов тонн углеводородов в год. Ульяна Шагина, Николай Коровин, Ленск. Ежегодная всероссийская акция «Цифровой диктант-2021» стартовала в республике. Первыми диктант написали студенты Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина. Тестирование поможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знания правил безопасности и культуры общения в сети, а также знания об искусственном интеллекте. В этом году диктант состоит из 4 блоков. Первый блок посвящен вопросам цифрового потребления и основам компьютерной грамотности, второй – цифровым компетенциям, третий – цифровой безопасности, а четвертый – новым технологиям.
Участвовать в этой акции сможет каждый, зайдя на сайт диктант.рф. Благодаря вот таким тестам в онлайн-режиме мы повышали в целом цифровую грамотность, потому что это очень важно. Как бы цифровые технологии пришли к нам в повседневную жизнь, мы используем ее, начиная от сайта госуслуг, заканчивая поисковиками или приобретением каких-то товаров. Поэтому надо все это знать, понимать, уметь. И не надо бояться этого цифрового диктанта, надо максимально в нем участвовать. И республика, я думаю, что в этом году покажет хороший результат. В Хандыге в детском саду «Мишутка» состоялось открытие площадки для обучения базовым правилам безопасного дорожного движения. В Тампонском районе такой мобильный автогородок появился впервые в рамках целевой программы, рассказывает наш корреспондент Мария Винокурова. На открытии коллектив детсада и малышей с таким полезным приобретением поздравили представители районной администрации, управления образования, ГИБДД. В этот день малыши держали ответ перед сотрудниками ГИБДД и получили в подарок светоотражающие значки. Для детей именно знали, как переходить дорогу на пешеходных переходах, именно на перекрестках, и так далее. Дети, чтобы такого травматизма не было, ДТП и так далее. Тематическая площадка предназначена для воспитания у малышей, начиная с детсадовского возраста, культуры поведения на дорогах и представляет собой современный игровой комплекс. Тут и светофоры, дорожные знаки и фрагменты дорожной разметки. Здесь светофоры, как в настоящем городе. Здесь все светится, мне очень нравится. Размещение первых мобильных автоплощадок в дошкольных учреждениях Тампонского района призвано содействовать повышению безопасности дорожного движения и снижению детского транспортного травматизма. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Сегодня провели торжественное награждение по итогам первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Напомним, с 9 по 11 апреля первенство состоялось в городе Иркутске. Студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева Станислав Свинобоев завоевал золотую медаль в весовой категории до 70 килограммов. Также обладателем бронзовой награды в категории до 57 килограммов стал студент училища Олимпийского резерва Дархан Игнатьев. Всего из Якутии на этом юниорском первенстве России выступили 20 борцов. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем в 20:00 уже на телеканале Якутия 24. Всего доброго, будьте в курсе вместе с нами.